Я даже передачки раньше до этого не делал. С гражданским мужем Евгенией Чудновец Андреем мы встречаемся на парковке возле аэропорта Екатеринбурга в 5 утра. За окном минус 30, поэтому говорить приходится прямо в машине. После того, как его жене вынесли приговор, у него ни минуты свободной. Он только вернулся из СИЗО, отвозил ей вещи, встречался с адвокатами. И вот летит в Москву на ток-шоу. Он верит, если расскажет всем, как было по правде, Женя выйдет из тюрьмы. Не верил, что можно... Это же не распространение на самом деле репост, вот как я считаю. Это просто она указала, получается, ссылку на первоисточник. Человек нажал 2 кнопочки ради того, что просто возмутился, что происходит на этом видео вообще. Евгению Чудновец, нянечку детского сада в декрете, маму 3-летнего мальчика Льва, посадили на полгода по статье «Распространение детской порнографии». Она репостнула видео, на котором, как позже выяснится, воспитатели одного из детских лагерей под Катайском заставляли ребят раздеваться перед камерами. Запрещенное видео удалили из сети буквально за считанные минуты, авторов посадили, а следом возбудили дело против Евгении. Ее родные предполагают, что эта судимость может быть местью за другие ролики, которые девушка уже сама выкладывала в сеть. Девушка, снимать нельзя, вы понимаете? Вы понимаете, что продавать такой фарш нельзя? Фарш свежий. Вам показать документы? Да покажите, покажите Вам его. документы Так показать, вот фарш нормальный. посмотрите, он весь гнилой. Евгения проводила контрольные закупки в магазинах Катайска и снимала нарушения на видео. У роликов сотни просмотров. Понятно, что не всем бизнесменам в маленьком городе такая гражданская активность нянечки в декрете была по душе. Ее сестра Елена, опасаясь последствий, просит не показывать лица на интервью. Но люди, которые, возможно, как она говорит, упекли ее туда, они есть. Это могла быть месть, не знаю, за то, что она там проводила какие-то ревизии по магазинам. И это, скорее всего, тоже сыграло, потому что Катайск город небольшой, все друг друга знают, и кому-то, у кого чуть побольше денег, пожаловаться и сказать, надо вот этого человека убрать, почему нет, это везде есть. На хорошего юриста у семьи не было денег. Дело Евгении вел защитник по назначению суда. Уже после приговора за дело взялся Алексей Башмаков, адвокат правозащитной группы «Агора». Бесплатно. Он уже вел и ведет похожие истории. Уральские следователи за последний год сдали не одно интернет-дело. Да Чудновец за проукраинские репосты в сети условный срок получила мать-одиночка Екатерина Вологжанинова. Ждет суда Руслан Соколовский за ролик, в котором он ловит покемонов в храме и его обвиняют в экстремизме. Это обычная следовательская штамповка. Следователь себя не утруждал вообще ничем, никаким доказыванием. Здесь нет никакого состава преступления, как раз вот исключена вот эта цель. Другие мотивы абсолютно были у человека. Там, я думаю, что в этой группе, в закрытой, куда она делала репост, никто не возбуждался, не удовлетворял свои сексуальные потребности, видя 3-секундный вот этот ролик. Это просто какой-то абсурд. Алексей говорит, будет добиваться для Евгении полного оправдания. Он был у нее в СИЗО, приговор обжаловали. Андрею от нее он отправил письмо, сфотографировал 4 страницы рукописи, где есть строчки для каждого российского интернет-пользователя. И она пишет, если получится у тебя, передай мои слова. Будьте крайне осторожны в интернете. Сейчас такая ситуация, что правительство старается взять под контроль все, что происходит в сети, и поэтому такие жестокие наказания. Люблю тебя всем сердцем, Женя. Екатерина Пономарева для настоящего времени.